Здравствуйте, перепись населения. Вы желаете поучаствовать в переписи? Перепись. Не закрывайте ворота, не зашторивайте окна, давайте будем чуть более доброжелательными и открытыми. Примем участие в переписи и откроем двери этим симпатичным молодым людям. Они вежливы, ненавязчивы и соблюдают все меры предосторожности. Обязательное условие – это находиться в масках. Также я отказываюсь от того, чтобы заходить домой. Это, конечно же, опасно, как для меня, так и для человека, которого я переписываю. То есть соблюдать дистанцию с человеком. Их легко узнать по заметному синему жилету и другим атрибутам переписчика. Жилет является официальной формой переписчика. Во-вторых, это удостоверение самого переписчика. Это имеет госзнак и защитные элементы. И паспорт ваш. Паспорт для подтверждения информации, которая записана здесь в удостоверении. В руках у них не бумажные переписные листы, а такой вот планшет отечественного производства. Правда, тяжеленький. Попробуйте. Конечно. О. Ну. Такой, да, серьезный. Тяжелые эти дипломаты таскали с собой, и погодные условия, приходилось заходить каждому домой. Нам проще не заходить домой, и можно переписать у дома. Если в крупных городах у переписчиков объективно есть проблемы с доступом в квартиры, люди элементарно не отвечают на звонки или их просто не застать дома, в районах и сельских поселениях Татарстана с этим вопросом полегче. Там перепись стартовала и идет быстрыми темпами. В вопросном листе всего 33 вопроса, отвечать нужно максимально точно, и при этом, как мы уже отметили, не требуется показывать подтверждающих документов личности. Поэтому процедура ускоряется в разы. Максимум на нее уходит 15-20 минут. Жители в подавляющем большинстве реагируют доброжелательно. Во-первых, сами переписчики, их добрые знакомые. Во-вторых, заметно, что определенную разъяснительную работу провели главы поселений. Они в числе заинтересованных лиц не только как рядовые граждане большой страны, но и как местные руководители, которым эта информация нужна в работе. Николаю Рыжикову, как председателю территориального общественного самоуправления, очень важно знать, как изменился его микрорайон за последние 10 лет. Перепись населения очень важная, во-первых. Нужно нам знать, сколько же все-таки населения в нашей стране. А мне конкретно надо знать, сколько здесь точно в Русале, микрорайоне села. Потому что я председатель ТОСа нашей Русалы. Именно эти данные лягут в основу будущих государственных программ. Они станут объективной базой для планирования бюджета, реализации социальной и национальной политики, строительства необходимого количества школ, больниц, другой инфраструктуры. Для сведения, именно результаты всероссийской переписи населения 2002 года сыграли значимую роль в появлении и запуске программы по выплате материнского капитала. Отличительная особенность этой переписи в том, что у граждан есть выбор, как удобно для себя организовать сам процесс. Дождаться прихода переписчика домой и ответить на вопросы лично. Именно так проходили все переписи в России и в Советском Союзе. Поэтому люди более старшего поколения к такой форме относятся позитивно. 3 дня уже ждала с нетерпением. Но перепись надо уж всем. Девчонки домой приходят, нам удобнее уж. Мы пенсионеры, ходить неудобно. Когда именно переписчик дойдет до вашего дома, можно узнать на переписном участке. Там же можно самому пройти процедуру переписи. Переписаться самому и переписать своих домочадцев. Участки находятся в МФЦ, домах культуры, отделах администрации и спорткомплексах. Их список по республике можно найти на сайте Татарстанстата. Таким вариантом переписи, например, воспользовались председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухамедшин. Конечно, мы хотим, чтобы татары остались как минимум на 2-м месте по численности после русских в стране. Понятно, это позволяет руководству республики обращаться, значит, и по национальным программам, национально-культурным программам, и вместе с федеральным центром их решать. И мэр Казани Ильсур Медшин. В повседневной жизни татарский, английский используем. Да? Да. Ваш родной язык? Татарский. Это важно и для нас, для Казани, где будут будущие школы, поликлиники, детские сады, другие учреждения, какие проекты мы будем реализовывать. Очень важно нам знать сегодняшнее состояние нашего населения для принятия важных решений нашего будущего.
Есть и третий вариант, и многие эксперты не исключают, что он может быть наиболее удобным для молодежи. Впервые на вопросы переписи можно ответить через портал или приложение госуслуг. При возникновении вопросов, непонятных ситуаций, консультации и разъяснения можно получить по телефону горячей линии 8 800 707 20 20. Для жителей Татарстана, а также для тех, кто проживает в других регионах, особенно компактного проживания татар, работает и горячая линия Всемирного конгресса татар. Здесь можно получить консультацию по вопросам переписи, если это касается таких важных сфер, как верное определение вашей национальности или родного языка. Такие обращения уже поступают. Звонят обычно из регионов с компактным проживанием татар: Ульяновская, Самарская область, Пермский край, Республика Башкортостан. На какие-то вопросы мы отвечаем сами, а если вопросы юридические, мы перенаправляем в коллегию адвокатов Сергис. Нам чужого не надо, но каждый татарин должен быть посчитан. И посчитан должен быть объективно. В регионах Российской Федерации с компактным проживанием татар они позиционируют себя. И чтобы закрепить это юридически, они вот обращаются к нам в эту горячую линию и получают ответы на эти вопросы. Перепись стартовала, и долг каждого ответственного гражданина принять в ней участие. Тимур Бекмурзин, Андрей Мохов, 7 дней.